Спасут ли уйгуры китайский футбол? Становится ли футбол национальным видом спорта в уйгурской автономии? Кашгар обладает древней историей и богатой культурой. Он стал самым популярным туристическим направлением в Китае. Кроме этого, Кашгар привлекает внимание болельщиков со всей страны своей насыщенной и самобытной футбольной атмосферой. В извилистых старых кварталах Кашгара всегда можно увидеть бесчисленных детей, играющих в футбол. Они просто наслаждаются радостью, которую дарит им футбол. Появление таких талантливых молодых игроков из Кашгара, как Эске, Муталиб, Абудула, подтверждает это. В век смартфонов вы уже не увидите картины, как сотни детей одновременно бегают по зеленому полю. В уйгурской автономии это обычное дело. В начальных и средних школах каждый ребенок в свободное от учебы время обязательно погоняет мяч. Детям здесь все равно, поле перед ними или улица, им не нужно профессиональное снаряжение. Может быть, поэтому все больше уйгуров-футболистов становятся фаворитами китайского футбола. Итак, друзья, этот сезон преподнес нам сюрприз. 3 игрока уйгура были включены в тренировочный состав сборной. Сейчас мы видим множество игроков из уйгурской автономии в составах команд разных возрастных групп и уровней. Это, несомненно, указывает на то, что благодатная уйгурская земля хранит в себе новые надежды китайского футбола. Итак, давайте познакомимся с десяткой самых ярких молодых звезд из уйгурской автономии в китайском футболе. 21-летний Бихрам Абдувала выступает за клуб Шэньчжэнь Синпэнчэн. Он нападающий. Бихрам родом из Кулджу. Из крайней степени наделили его стройной фигурой, а рост в 188 сантиметров дает ему преимущество в верховой борьбе. Бихрам своей игрой в прессинге и подкатах заслужил признание тренера сборной. В дебютном матче за национальную сборную Бихрам забил ключевой гол. В той решающей игре за выход из группы против команды Таиланда именно Бихрам открыл счет. Поэтому у нас есть все основания полагать, что Бихрам непременно станет ключевым игроком национальной сборной. Следующий Абдухилил, который после команд Уханя, Хайнаня и Цзиньси оказался в клубе Циндао. В сезоне 23 года Абдухилил показывал хорошую игру как в атаке, так и в защите. Помогая команде выйти в Суперлигу, он был признан лучшим молодым игроком сезона. В сезоне 25 года, перейдя в Чинцин Тинлинлан, 21-летний Абдухилил Усманджан добился прорыва на новый уровень. На поле он занимает позицию полузащитника. Уроженец Кашгара Абдухилил начинал обучение в молодежной академии Шандун Тайшан. 21-летний Айпедин Аскар выступает за клуб Шанхай Порт на позицию нападающего левого фланга. Начинав в команде Шэньси Ла Чинген, Айпедин имеет опыт стажировки в Японии. После возвращения он сразу получил приглашение от клуба Хенда. После нескольких лет обучения и тренировок в клубе Хенда, Айпедин дебютировал на профессиональном уровне в 2021 году. Айпедин обладает свободолюбивым характером и часто вступает в конфликты с системой. Но Китай верит, что эта восходящая звезда из Кашгара сможет вновь обрести былую славу и реализовать свой талант. 20-летний Мавлан Маджид выступает за клуб Шандун Тайшан. На поле он занимает позицию полузащитника. Выросший в молодежной академии Шандун Тайшан, Мавлан был ключевым игроком команды Тайшан. В 22 году, когда Мавлану было всего 17 лет, его заметил главный тренер клуба Тайшан, и он успешно дебютировал за основную команду. В 25 году Мавлан был отобран в список для тренировочных сборов национальной сборной. 20-летний Умиджан Юсуп выступает за клуб Шанхай Порт на позицию центрального защитника. В 22 году 18-летний Умиджан покинул родную уйгурскую автономию и перешел в Ухан Санчжэн. И после всего года тренировок Умиджан успешно стал игроком основного состава Ухан Санчжэн.
Более того, выступая на позицию центрального защитника на поле Суперлиги, Умеджан неоднократно выдавал спасительную игру для Санчжэн. Поэтому, как и Мавлан, молодой Умеджан также успешно попал в состав национальной сборной. 20-летний Муталиб Имин выступает за клуб Чинду Жунчэн. На поле он занимает позицию полузащитника. После включения в основную команду Чинду Жунчэн в 2022 году Муталиб демонстрирует состояние стабильного прогресса. Будучи универсальным игроком на поле, Муталиб также пользуется большой любовью главного тренера. Муталиб играет за молодежную национальную сборную. Особенно проявил себя на Кубке Азии, демонстрируя зрелую игру. Совсем скоро Муталиб станет ключевым игроком китайского футбола. 19-летний Имран Мамат выступает за клуб Шандун Тайшан на позиции полузащитника. На международных юношеских турнирах он своей выдающейся игрой привлек внимание болельщиков и СМИ. Как опорный полузащитник, Имран обеспечивал переход из обороны в атаку и создание голевых моментов. Футбольный талант Имрана заставляет нас с нетерпением ждать его будущего. 16-летний Иса Илхам выступает за клуб Шандун Тайшан. Вратарь. Высокий и длиннорукий Иса – звезда молодежной академии. В футбольной школе Лунен Иса удостоился звания лучшего вратаря в возрастных категориях U15 и U17. Его игровые качества схожи с легендарным Ван де Лея. Для него стать преемником Ван де Лея – лишь вопрос времени. 16-летний Хабибулла Нурази выступает за клуб Чинду Жунчэн в нападении. С детства обучался в молодежной академии Чинду Жуйде. В юношеские годы он помог команде завоевать множество наград в соревнованиях. В молодежной команде Чинду Жунчэн Хабибулла неоднократно удостаивался звания лучшего игрока на всекитайских юношеских чемпионатах. Теперь, как член национальной сборной U16, будущее Хабибулла, несомненно, безоблачно. 14-летний Мусаджан Ахмад выступает за клуб Шэньси Чжунба как атакующий центр-форвард. На международном юношеском турнире в Сиане Мусаджан прославился и привлек внимание многих СМИ и болельщиков. Выдающееся появление Мусаджана стало открытием для китайского футбола. Уйгурская база китайского футбола позволит не только опередить японский и корейский футбол, но и выйти на глобальный уровень. Уйгурская красавица Гузнур расскажет о звезде уйгурского футбола Бихрам Абдувала. С детства его судьба была несчастливой. Родители рано ушли из жизни. Бихрам, его старший брат и дедушка поддерживали друг друга. Хотя ему всего 21 год, сейчас он уже суперзвезда в глазах всех уйгурских детей. Сборная Китая выиграла, одержала вторую победу подряд, обыграв Бахрейн. Благодаря тому, что в составе китайской сборной есть основной игрок Бихрам, настоящий сын уйгурского народа. Бихрам родился в 2003 году в Кулдже. Его родители рано ушли из жизни. Бихрам, его старший брат и дедушка зарабатывали на жизнь продажей кукурузы. Братья, как и многие дети в уйгурской автономии, очень любили футбол. Дедушка особенно поддерживал братьев в их увлечении футболом. У них не было футбольного поля, поэтому в свободное время они играли на улице. В 2015 году братьев одновременно отобрали в один футбольный клуб. Из-за того, что старший брат был главным кормильцем семьи, он уступил шанс Бихраму. Бихрам, взяв с собой пакет кукурузы и всего несколько тысяч юаней, сел на поезд до внутренней Монголии и начал свою футбольную карьеру. После нескольких лет тренировок, в сезоне 22 года Бихрам попал в клуб Цзинан Синчжоу, где помог команде выиграть чемпионат Центральной лиги. Позже, в команде Сычуань Цзиню, он помог клубу выйти в высший дивизион. В 23 году Бихрам получил премию Китая «Золотой мальчик» и был включен в состав национальной сборной. В чемпионате Бихрам забил единственный, ключевой гол, который помог сборной Китая выйти в следующий круг. Этот уйгурский железный воин продолжает изо всех сил бегать по полю, борясь за каждый мяч. Он стал ключевым игроком, решавшим исход матчей. Когда Шэньчжэнь выигрывал 1-0 в гостях у Нантон Шиюнь, на последней минуте противники забили гол, сравнявший счет. Пока команда из Нантуна безумно праздновала, камера показала Бихрама, лежащего в центре поля. Видеоповтор показал,
что Бехрам в самоотверженной борьбе получил травму головы. Судья признал нарушение правил и отменил гол. Бехрам стал ключевой фигурой для национальной сборной. В отборочном турнире чемпионата мира решающим для национальной сборной стал матч с Таиландом. Счет был в пользу Таиланда и долго не удавалось переломить ситуацию. Бехрам вышел на замену и сразу забил гол. И таких заслуг в чемпионатах много. Бехрам – восходящая звезда китайского футбола. В уйгурской автономии очень много детей, которые любят футбол. Бехрам вдохновляет их. У Китая одна надежда, что сыновья уйгурского народа поднимут китайский футбол на высочайший уровень.